Мы сегодня находимся между Тумги и Някость, где сливаются две эти речки, где-то 100 метров вверх в сторону Някости, в сторону хребта граничия. И мы сейчас находимся в очень интересном, необычном мельнице. Мельница с бойницей. Я такого никогда раньше не видел. Вот выходная слив, можно сказать, где вода выходит. Вот жернова. Прям огромного размера. Мы сейчас сразу же сделаем размеры жерновы, чтобы понять объем. Так, чтобы мы все видели. 80 сантиметров овальная жернова. Плюс очень хорошо сохранился внутренняя вот чеканка, даже находясь во влаге. Вот такой вот шедевр, который ранее не был учтен в реестр. Ахматхан, мы сегодня пошли, чтобы поставить на реестр те мельницы, которые мы предварительно знали, где находятся. Но никогда не были. Но никогда не были, и по факту они у нас в реестре, и фотоматериала у нас не было. Скажите ваши впечатления и скажите пару слов о том нашем пути. Я бы хотел бы дополнить вот как раз сказанному, что мы, чтобы подойти к этой мельнице, прошли большой путь от Тумги в сторону Някости. И по дороге чуть нарвались на медведицу. Нам повезло, что она, увидев наше количество людей, повернула назад, потому что последствия могли быть страшными. Поэтому наш путь к этой мельнице прокладывался не только физическими трудностями, но и то, что мы могли нападение диких зверей. Мельница находится очень далеко от населенного пункта. Очень уникальная мельница, очень уникальная. Такую мельницу я не встречал еще в Ингушетии, но у нас республика богатая, в горных районах, может, еще встретим такую большую, много мест не обследованных, и есть у нас еще материал, который и желание обследовать, поэтому будем работать. Очень уникальная мельница, мы сейчас ее поставим на реестр. По дороге к этой мельнице мы еще две мельницы нашли, тоже речные мельницы, древние речные мельницы, поэтому их тоже на реестр поставим. Но такой сохранившейся мельницы фактически в Ингушетии я не встречал. Она уникальна не только по своему архитектурному, но и то, что как внутри она напоминает как мельницу с бойницами. Я такую не видел, честно сказать. И поэтому сейчас обследуем и поставим все, что нужно сделать законодательно. Ага. Все, вот. Так, мы сейчас дополнительно посмотрим на внешний облик мельницы, чтобы визуализировать. Вот посмотрите, вход в мельницу такой аккуратный. Здесь протекают две речки, как раз около мельницы, недалеко от мельницы как раз. Очень интересно, уникальная мельница. Сейчас мы эти документы подготовим и направим для исследований, дальнейших исследований. Вот на выходе из мельницы хотелось бы отметить второй камень жернова. Вот она у нас лежит. Вот она. Вот выход воды. Вот он. То есть вода выходила оттуда. По сути своей, это из всех тех мельниц, которые у нас есть, наверное, это выглядит в самом лучшем виде. Сохранился также. До новых встреч. Удачи в музее-заповедник.